Этносы и субэтносы, эти термины стали особенно популярны как раз вот на пике увлечения общества теориями Льва Николаевича Гумилева. Э, Конечно, Гумилева принято обвинять во многих фантастических вещах. В общем-то, он был не только действительно большим ученым, но и отцом фольклористики в Советском Союзе, а позже в России, можно и так сказать. Но что у него действительно было удачным, вот помимо его знаменитой, но на самом деле крайне спорной пассионарной теории и так далее, и многих других вещей, то есть долго перечислять, это как раз вот его таксономика, то есть его учение об этносах само по себе. Его противник, идеологически, так сказать, идейный оппонент Юрий Владимирович Брамлей, он такой, с такой стройной и популярной, пришедшейся публике по душе иерархии создать не смог. Кто знает, что такое этникос, например, сейчас? Очень мало кто, кроме тех, кто еще не забыл уроки этнографии на ИСТФАКе, учебники Брамлея, по которым мы учились. Вот. А у Гумилева все получилось очень логично. То есть сначала, сейчас менее употребляемые, но тоже достаточно интересные такие вещи, как консорции, конвиксия, то есть объединение людей сначала по роду занятий, интересам, потом уже по общим интересам более такого политического характера. Далее, субэтносы, они уже объединяют людей уже в межпоколенном пространстве. То есть не только в пространстве, но и во времени. То есть когда определенный образ жизни передается уже из поколения в поколение и связывает людей, не просто как связывает людей, например, рыцарский орден, да? Вот. Это еще слишком мало для субэтноса. А так, как связывает людей образ жизни, например, казаков. Вот казаки, например, это субэтнос сам по себе. Субэтносы, причем они могут быть и большими по размеру, и маленькими. Тут еще от народа зависит. В Китае есть такие субэтносы, которые значительно больше довольно больших этносов, к примеру. Да, более того, вот, скажем, у небольшого по размерам татарского народа или, вот, скажем, башкирского народа, который еще меньше по численности населения, есть свои субэтносы. У татар, например, это мишари. Вообще татары, они состоят из различных, конечно, множества различных групп, но два ядра там было на самом деле два. Это казанлы, которые и воссоздали, по сути, матрицу современных татар. Те, кого мы татары называем, это казанские татары, на самом деле. Их еще называют поволжскими татарами, волго-уральскими татарами. Вот. Эта матрица, то есть казанлы, она очень сильно отличается от схожих по названию, но совершенно других народов. От крымских татар, например. И наука, и в обыденной жизни мы знаем, что это народы совершенно разные на самом деле. С сибирскими татарами тоже история достаточно такая сложная, потому что они в силу своей малочисленности, а следовательно малой численности своей интеллигенции, которая не могла достаточно громко заявить о своей идентичности, они все оказались уже вписаны в состав татар в целом, хотя я, например, общаясь с представителями, причем достаточно известными, знаковыми в науке представителями сибирских татар, часто слышал от них довольно жесткие утверждения, что сибирские татары являются отдельным от обычных татар этносом. Там еще сыграла роль то, что сибирские татары же, они неоднородны. Есть вот сибирские татары, которые сибиры, которые действительно являются коренным населением Сибири. И очень большой массив обычных татар, который пришел в Сибирь, поселился там. Естественно, он затопил с собой и оставшихся сибиров. Вот. И он действительно является по праву частью татарского народа. В данном случае, поэтому мы имеем в виду довольно спорную ситуацию, являются ли сибирские татары субэтносом татар или отдельным этносом. Но и у обычных татар вот есть, точнее, были субэтносы, это, как я уже говорил, казанлы и мишари. Даже не субэтнос, на самом деле, это основное материнское тело вот это казанского, татарского этноса. А мишари, они родом как раз из Нижнего Поволжья. Это наследники Касимовского ханства и вот так называемых нижегородских татар. Они в свое время сменили свой этноним мишари на татар, поскольку они оказались островком, маленьким тюрко-мусульманским островком в Большом Русском море. И им, чтобы сохранить свою идентичность, а это было для них религиозным предписанием, потому что это означало сохранить ислам, сохранить свою веру, сохранить
свою весьма славную историю. Вот. Им нужен был какой-то большой проект, им нужно было войти в какой-то большой проект, национальный проект. Сами они просто по численности своей и по своему демографическому состоянию, когда они одни в этом Русском море находятся, были это сделать не в состоянии. Поэтому они с радостью включились в создание вот этого татарского проекта сами по себе. Другим, как я уже говорил, ядерным таким стержнем этого татарского проекта был уже этнос татар-казановый. Он является наследником Казанского ханства, инкубационный его период можно относить к нему, но на самом деле они появились только в конце 17 века сами по себе. А их легендарное, так сказать, прошлое, которое они сами верили, которое послужило основой, вот такой легендой, вокруг которой формировался этот этнос, это была как раз вот легенда об Узкой Казани, о Старой Казани, о татарском Казанском ханстве, которого на самом деле, конечно, не было. Потому что в те времена, когда существовало Казанское ханство, сам этноним татар носил совершенно иное значение. Это был не этнос, о чем свидетельствуют стихи, хотя бы того же поэта Мухаммадьяра. Они уже скандальными в Башкирии стали, за них уже судебные дела против людей иногда возбуждают, отменяют и так далее. Хотя они относятся на самом деле к поэзии человека, который жил в XVI веке. Это вот казанского поэта Мухаммадьяра, когда он обзывал различными нехорошими словами. Татарство, что ты татарин, там такой и сякой, не знаешь ни масхаба, ничего хорошего. Вот. И так далее. Почему он так говорил? Причем, обратите внимание, говорил не какой-нибудь крестьянин, это говорил человек из тогдашней интеллектуальной элиты. Потому что татарами тогда они называли людей, которые пришли с дружиной хана Улуг-Мухаммеда. И эта дружина, она состояла из 4 кланов. Барын, Ширин, Аргын и Кыпчак. Это были чужие для этого местности люди. Не настолько чужие, как норманы для саксов, но все-таки достаточно чужие настолько, что они не желали смешиваться с местными потомками булгарского и капчакизирующегося булгарского населения. Вот. И там они, естественно, заняли, как маньчжуры в Китае, все руководящие посты, хотя было их немного, во многом копируя, по крайней мере, под противоположению Дамира Исхакова, во многом копируя систему Крымского ханства, совершенно другого, в общем-то, образования. И вот отсюда такая реакция у местного населения. Потом, когда эта узкая верхушка, которая была слабо связана с местным населением, была снесена после взятия Казани, а снесена она была по крайне простой причине. Ивану Грозному, новому сюзерену Казани, просто не требовалось такое количество служилых знати. У него своего голодного дворянства достаточно. Настолько, что оно грызлось между собой, и что его делили на опричную, земщину и так далее. И, кроме того, иноверчество новых служилых, так сказать, которые ему были просто не нужны в большом количестве. Поэтому там критерий был простой. Если хочешь служить, то крестись. А крещение там означало почти наверняка исчезновение идентичности. Сейчас действительно крестилась и влилась в состав русской знати. Часть, кстати, достаточно небольшая на самом деле, не стоит преувеличивать этой трагедии, хотя взятие Казани. Да, но часть все-таки погибла во время этой войны, либо просто ушла на юг, значит, кто куда смог. А часть, она, естественно, опустилась вниз сама по себе. Она просто стала не нужна. Но и здесь опять произошел еще следующий приток. Дело в том, что туда в том числе вместе с ханом Шах-Али, который был одним из командующих вот в той армии, которая захватывала Казань. Это Касимовский царевич, бывший Казанский тоже царевич, которого Москва всегда рассматривала в качестве своего ставленника на трон Казани. Туда пришли и стали замещать вот эту четырехклановую, знаете, сюрки как раз из Мещерского юрта. Да? Его так условно называют Мещерский юрт. Кстати говоря, об основании Касимовского ханства, что, как отвечает Искаков, что интересно, когда вот оно только еще основывалось, там принимали участие и башкиры, потому что упомянутые башкиры и тарханы. Это был такой интересный тюркский островок в центре русского демографического моря.
который сначала диктовал свою волю в Москве, потом стал, наоборот, вассалом Москвы, потом активно принимал участие во взятии Казани и так далее. Но просто я хотел сказать о том, что после этого, это на самом деле достаточно известно среди историков история, вот, произошло определенное замещение старой знати, вот этой новой знати. Но и она тоже не была знатью в обычном понимании, потому что Казань свою субъектность потеряла. На самом деле вся знать теперь была русская. Вот. Там могли быть служивые татары, вот они ими и стали, по сути. Но это уже была на страту ниже, более низкая ниша знати, чем старая вот эта клановая, те самые татары, которых ругал Мухаммадьяр, которых никак не воспринимало местное население. Соответственно, понятно, что местное население, это четко прослеживается в источниках, называло себя вовсе не татарами, а Исачной Чувашой. Так они писались в песцовых книгах. И вот дальше начинается очень интересно, как по тем же песцовым книгам мы видим трансформацию идентичности и сознания этого населения. Ведь когда сначала остатки вот этой четырехклановой старой знати, старых татар, да, потом вот это новые пришельцы из так сказать, татар-сторонников Ивана Грозного, они, в отличие от старой знати, они могли спуститься вниз. Потому что у них не было вот этого такого жесткого установки, как у маньчжуров в Китае, или как сначала у норманов по отношению к саксам. Да? У них ее не было. И они, получается, спускались вниз и могли уже жениться на значит, тех, кто находился ниже их по уровню, на той же Исачной Чуваши. Понятно, уж не совсем на крестьянах, но могли. И кем же они тогда стали? Какая у них ниша? Поскольку люди, так сказать, креативные, знакомые с военным делом, повидавшие мир и так далее, стремящиеся к чему-то. То есть они стали вот теми дрожжами, которые стали формировать новую идентичность. Как раз прошло 3 поколения, люди уже забыли о том, как все происходило в действительности, и возникла легенда об Иске Казани, о каком-то старом, как город Китиш в русских, татарском Казанском ханстве. И название, которое им давали другие, поскольку чужаков называли татар, как Мухаммадьяр, они стали давать, они принесли на это новое образование новому народу, следы которого мы видим только примерно с конца 17 столетия, когда Исачная Чуваша стала писаться Исачные татары. Естественно, в номенклатуру служилых татар и так далее. Это все происходило не одномоментно. Поскольку все татар, это слово само было очень сложным и обладало скорее сословным смыслом. Вот чемоданные татары, служилые там, и так далее. Для русских это было примерно то же самое, как немцы. Вот Лефорт не был немцем, например, на самом деле. Но он для Петра немец. То есть любой не православный, кто с запада, тот немец. Любой, кто с востока, тот татарин. И поэтому даже в 19 веке у Хаджи Мурат, абарец у Льва Толстого, он у него татарин. Хотя Лев Толстой, конечно, прекрасно знает, кто он на самом деле по национальности. Хаджи Мурат. То есть это такое общее словоупотребление. Но это я хочу подчеркнуть, что это не означает, что татар не было, как вот иногда в таком полемическом запале говорят некоторые башкирские националисты. Это не так. Они уже были. И в конце 17 века мы уже видим отчетливо, что вот они есть. Более того, этому есть и прямое историческое доказательство. Поскольку, когда Татищев, а после него Рычков, объясняют вот эту ошибку, тогда еще очень молодой российской этнографии, что нельзя людей называть все татарами, что более того, это слово многие за поносное почитают. То есть оно активно не нравится. Особенно в Средней Азии, в степях, вот, на территории нынешнего Казахстана, в Башкирии. То есть башкиры себя татарами категорически не считают. Вот. Но есть только одна группа, которая не считает это слово принижающим. И кто это? Это население Казанского уезда. То есть они уже в середине 18 века, как минимум, не считают ничего зазорного в слове татарин. Более того, они уже начинают гордиться, они начинают создавать собственный национальный миф и так далее. Кстати, этот миф оказался очень достаточно живучим, он очень хорошо проникал и в русское самосознание, в сознание русских, которые жили там же. Настолько, что, например, в конце 19 века местные городские власти решили разобрать такой шар на шпиле башни Сюембике, чтобы прочесть там, так сказать, послание от предшествующего поколения. Потому что у них была легенда, что вот еще со времен чуть ли не царицы Сюембике, там вот есть какие-то таинственные письмена татарские и так далее. То есть сами русские власти думали, что это символ татар, и это действительно татарская башня.
А башня, более того, так думают, по-моему, некоторые, не только люди, простые люди, но и ученые до сих пор. По крайней мере, я вот был на одной авторитетной международной конференции недавно, и один из моих коллег, который жаром описывал татарский национализм, как вот он все растет, какие там легенды, мифы вокруг него, и в числе прочих его символов описывал башню Сюембике наряду с совершенно татарским символом. Ему даже в голову не приходило, что на самом деле это русская боевая башня вообще такая. Примерно начала 18 века. Конца 17-го, начала 18-го. Но это совершенно твердо датируется в таком промежутке. И самое смешное, особенно, скорее всего, против башкиров, поскольку других противников там уже не ожидалось. А как раз именно башкирские повстанцы. И во время войны 1681-83 годов, вот, когда, по словам Рычкова, вот это восстание сиита Садиира, когда сиит развернул свое движение и так и остался неотомщенным. И было разорено все Поволжье. И во время войны 1705, 11, 22, по сути, годов, когда воины Алдара Исикеева и Кусюма Телекеева как раз подходили под Казань. Это был единственный противник, против которого пригодилась эта самая боевая башня. Но, видите, уже тогда, даже это за давностью лет, даже русская интеллигенция была уверена в том, что это башня татарская. Так вот действуют исторические мифы, которые на самом деле обладают большим мобилизующим значением. И надо сказать, что вот эти два субэтноса, которые слились в один, это образовали ядро одного этноса, и вокруг которого группировались уже многие другие, да, в случае с нашими братьями-татарами, они с очень разной скоростью формировались в один этнос, а потом в одну нацию. Взять вот тех же мишарий. Одно дело мишарий Поволжья, о которых я уже говорил. Да? Поскольку, чтобы не ассимилироваться, мне просто выхода другого не было. Те, кто искал другой выход, они стали русскими. Все. Вот. Крещен – это вообще отдельная история. Это один. Вот. Далее, и совсем другой мещеряки Башкирии, которые свое мишарское самосознание сохранили вплоть до 17 года. Почему? А потому что это мишарское сознание, как в случае с башкирами, оно основывалось на их собственной жизни, давало им большие, можно сказать, привилегии, которые были именно воинским сословием, среди остального тяглого сословия. Они были почти ровнее башкирам в этом плане. То есть самым привилегированным населением края. При этом они сами состояли в башкирском войске. Во время войн с Наполеоном они выставили 2 полка, один из которых даже участвовал в заграничных походах, но чаще исполняли роль военно-полицейской силы. Отчасти иногда дружественной, иногда враждебной башкирам. В принципе, они были накликаны, как сказано летописцем в 17 веке, сюда вот именно тоже из Мещеры, из Нижнего Поволжья, именно для противодействия башкирам на случай восстаний. То есть, когда башкиры начинали партизанскую войну против императорской армии, они начинали партизанскую войну против самих башкир. Получалось по-разному. Если одолевали башкиры, то, как правило, малочисленные башкиры и мишари, они принимали их сторону, как во время восстания Алдара, например. И как позже, во время последнего восстания Салават Юлаева, когда Кандафар Усаев, Бахтияр Канкаев шли вместе с Киндией Арсланом, Салаватом Юлаевым. Было по-другому, как в случае восстания, которое по недоразумению называют восстание Батырши 1755 года. Когда Батырша, то есть Бахадур Шах Алиев, действительно идеолог этого восстания, точнее историк, летописец этого восстания, который оставил великолепный трактат, вот это письмо Батырши, императрицы Елизаветы Петровны, сам, однако, не только не смог поднять мишарий, но и сам пал их жертвой, можно сказать. Вся его личная заслуга восстания была один застреленный мишарь. После этого он скрылся в лесу. Все происходило уже без него. Вся трагедия развернулась уже без него, по совсем другим лекалам. А потом его сдал Сулейман Дибаев из мишарских старшин. Так вот, и вот вся вот это очень интересно, тесно связано именно с Башкирией. А с кем же еще? Вот история мишарий, который так вкусно, можно сказать, описал Батырша со всеми их нюансами, манеры поведения. Прямо видишь, какие у них были, кстати, общие с башкирами туи. Причем, как интересно, башкиры вовсе не спешили устроить тот же самый геноцид с мишарем, когда во время временных побед в восстании. Бывает, что покромсают друг друга, но при этом потом встречаются на тех же Сабантуях, тех же Жиинах и так далее. В этом вековая мудрость народов, которые вообще к геноциду прибегают только в самых крайних случаях. Это крайне редко бывает, когда вот хуту против тутси
И то, как правило, провоцируется государственной машиной почти всегда. Сами люди, они редко настроены на такие вещи. Обычно бытовые зверства сколько угодно. А вот геноцид, когда все разровнять, это уж, как правило, государственная машина. Это уже относится к другому, не к этносу, а к нациям и государственной политике. Так вот, о чем мы? О том, что здесь мещерское самосознание, мещерятское, мещарское, может, по-разному называется, достаточно долго существовало. Более того, даже сейчас люди именно здесь помнят, что они мещари. Очень часто. При этом это вовсе не означает, что они не татары. У них сознание в этом плане иерархичное. Мещари, значит, татар с одинаковым качеством, они придумали такую поговорку. И поговорка действительно удачная, интересная. Но я бы хотел, кстати, другой нюанс подчеркнуть. В данном случае мещари Башкортостана, они очень тесно связаны именно с Башкортостаном на самом деле. Более того, мало того, что их интересы и интересы их детей, раз они живут в Башкирии, привязаны именно к Башкирской республике. И на самом деле, когда им пытаются навязать интересы Казани, это противоречит их собственному личным, индивидуальным, коллективным интересам. Так ведь и чисто исторически это, безусловно, часть татарского народа, поскольку они вошли в 19-20 веках в татарский проект, но часть, которая связана именно с Башкортостаном. Это мост, который нас должен связывать. Это те татары Башкортостана, которым сама история велела защищать интересы Башкортостана, как они защищали их в рамках башкиро-мещерского войска, поскольку тогда это был их статус, их история, их сила. С башкирами еще интереснее. Дело в том, что когда говорят, что они станут, и вот эти не являются ли кланы башкир их субэтносами, нет, не являются. Это и структурная составляющая. Когда-то, очень давно, вот, может быть, можно было сказать, что или опасаться, что бурзяне, например, или табынцы там, станут субэтносами башкир. Нет. Этого не произошло. Почему? Потому что они не отличаются от остальных кланов по своему статусно-ролевому положению и даже по образу жизни, по большому счету. Потому что все они, вот в этом уникальность башкирской полиции, обладали формально равными правами. Ну, понятно, что громадный клан Табын будет просто физически обладать большим, чем маленький клан Сигизяк. Это ясно. Но формально на Курултаях, на Югинах они равны. И в этом был очень глубокий смысл. Поскольку такая горизонтальная система, об этом очень много писал, например, Булат Ахмерович Арнабаев, она позволяла именно решенному собственно государственному организму успешно сохранять и свою идентичность, и свои политические права, политическую субъектность. Государственность здесь сохраниться и не могла, поскольку не может одно мощное государство потерпеть рядом с собой другое, что уже доказала судьба Казанского ханства, которое было просто сметено достаточно быстро. И которое больше не подавало никаких признаков к восстановлению, к жизни и так далее. Поскольку вот эту узкую элиту снесли, она растворилась. Да? Вот. А новое, естественно, уже вырастало в рамках самого русского государства. И сам татарский народ вырастал именно уже в рамках самой Российской империи, даже не Московского царства. В Московском ее еще не было. Вот. То есть здесь судьба очень братских самих сил, очень схожих. Это во многом с одними и теми же большими этническими составляющими оказалась совершенно разной. И виной тому именно совершенно различная структура. Когда только начиналось движение башкирских родов, еще в 90-х годах, да, местная башкирская интеллигенция во многом восприняла ее штыки. В частности, потому что один из ее патриархов того времени, Дамир Джаватович Валеев, например, он по канонам классического такого буржуазного национализма, который они все вычитали из советских, можно сказать, учебников, где критиковали все эти буржуазный национализм. Вот. Они так очень формально стали опасаться трибализма. Например, трибализм – это вражда между племенами, грубо говоря. Они восстановлены тем самым трибализм. И только сейчас мы сидим, что нет, не восстановлен. Мы, например, считали с самого начала, что никакого трибализма у нас нет и не будет. Почему? А потому что в Башкирии все эти кланы давным-давно потеряли свое социально-экономическое значение. Социально-политическое. В отличие, скажем, от тейпов Чечни, где по разным причинам есть разница. Ты из тейпа Биной или ты из тейпа Мелхи. А у нас вот от того, что я Карагай Гирей Капстат, мне как-то не тепло, не холодно. Абсолютно. Мне это нигде не поможет. Ни при поступлении, нигде. В Казахстане тоже разница, там, правда, немножко по-другому. Там не столько от племени, сколько от джуда еще зависит.
То есть это вообще скатились в глубокую архаику. Но это как-то влияет. Про Среднюю Азию говорить нечего. Там такие вещи, там, где они есть, они влияли всегда. Там есть более знатные роды, менее знатные роды, более уважаемые, менее уважаемые. У нас такого не было никогда, даже в Средневековье, поскольку, по крайней мере, точнее, даже в новое время, поскольку у нас, я уже говорил, формально все были равны, а после индустриализации у нас их просто вообще не осталось. И поэтому для башкир это имеет скорее такое ностальгическое, романтическое звучание. Но не только. Для них это очень важный этноидентифицирующий, даже национально идентифицирующий фактор. Почему? А потому что ни у кого из соседей этого кланового деления нет. И тот же вопрос вот на северо-западе Башкортостана с населением плавающей идентичности, да, двойственной идентичности, за которой конкурируют башкирские и татарские национальные проекты, очень легко разрешался именно путем обращения вот к этим воспоминаниям о клановой системе. Дело в том, что у татар кланов нет. Я уже объяснял, что вот не считая вот этих дружин хана Мухаммеда, которые давно закончились, больше у самих татар, когда вот формировались татары, они их сформировали без всякой опоры на кланы. Не было их. И именно поэтому неудивительно, что сколько у татарина вот не спрашивай, он скажет, ну, я же не дикарь, чтобы у меня кланы были. У вас нет ничего, это у вас это не есть. А башкир, скорее всего, это вспомнит. Если сам не вспомнит, у Латая спросит. Если еще жив Улатай, он почти наверняка скажет, что я из Инеи, я из Гирей, они это помнят. И как только клубок начинает разматываться, сразу люди видят, кому по происхождению, как минимум, они относятся. Это не означает, что они обязательно железобетонно-башкиры при этом. Человек есть тот, кем он сам себя считает на самом деле. Ну, хоть папуасом себя считай, в принципе. Если вот захочешь так. Если вот эльфами же записываются, ну, значит, ты эльф. Раз так записался. Так что тут, пожалуйста, свобода выбора полная. Но зато сразу появляется этноидентифицирующий признак. Причем очень яркий. В наше время это редкость, поскольку сейчас все говорят на одном языке. На русском, кто продвинутый, на английском. Кто еще больше продвинутый, еще и свой родной язык помнит. А иногда и несколько. Вот. Но занятия у нас у всех одни и те же. Все одно и то же. Как людей отличать? А вот здесь вот появился очень интересный такой маркер. Причем ведь сейчас этника очень в моде сама по себе. Именно вот эта тоска людей по идентичности, потому что выделяло бы их, отличало бы их коллектив от другого коллектива, обусловило вот этот возврат к этнике. Как помните, Пелевин очень тонко по этому поводу говорил про чеченцев в Generation P. Когда там один бандит объясняет главному герою, он говорит, что вот у чеченов есть идентичность, а у нас ее нет. Вот поэтому на нас вот так вот и смотрят. То есть поэтому у нас низкое статус-ролевое положение. А у чеченов в 90-х годах она была очень крутая. Почему? Да просто потому, что она у них была, а у разроденного, более, так сказать, урбанизированного населения их не было. Причины этого это уже другие. Тут получилось, что осталось, тут сыграло, наоборот, обратную роль. В условиях всеобщего хаоса и разбала те коллективы, которые сохранили доиндустриальные еще связи, оказались в стыкане. У башкир это не произошло, потому что у них таких связок нет. Их кланы, как я уже сказал, давно не работают. А когда они работали тоже для этого же, для войны, по сути. Для отстаивания своих прав, для защиты вотчинного права на землю. Поэтому и кланы субэтносами сами по себе не являются, и субэтносов у таких среди них не видно. У них был другой субэтнос, это типтярий. Типтярий, он тоже как бы и своим субэтносом его считают и татары, и башкиры. И я, в общем-то, тоже не вижу в этом никакого противоречия. Потому что, с одной стороны, типтяри, да, массово входили в татарский национальный проект, особенно в самом начале советского времени. Почему? А потому что их с обычными башкирами разделяла сословная рознь. На самом деле башкиры уже несколько поколений как не были отдельным сословием. Их вотчины давно превратили в частное владение, на самом деле. Хотя еще вотчинное право формально так и не было отменено до 17 года, да? Вот. Но все уже. Они давно не жили так кланами, хотя память о них сохранялась, зафиксирована тем, что тоже Руденко и так далее. Но все равно по статусу они считали себя, и самое интересное, сами типтяри считали себя ниже, выше. Это еще чувствовалось. Это чувствуют в названиях разных концов деревень. Я не буду их приводить сейчас, наверное. Но это было. Разница та же, как между казаками и иногородними. Именно это предчувствовал Закива Лиди, который сам был стептярем, но явно башкирского происхождения, чем очень гордился. Но он именно поэтому настаивал, как этнолог, как востоковед, что типтяри – это часть башкирского народа. И типтяри – это обязательная часть башкирского национального проекта.
Это многие башкиры даже продвинутые не понимали. Тоже Шагир Худайбердин, когда он хотел обвинить Балиди, он что говорит? Не только то, что тот не большевик, вот, а то, что теперь. Это у нас продвинутый коммунист так говорит, обвиняет другого в том, что, а он, видите ли, не настоящий башкир. Не совсем настоящий, он тептярь. Вот это их разъединяло башкирам. Хотя по наиболее обоснованной гипотезе концепции Асфандиярова Анвара Закировича, само по себе сословие тептярей, оно возникло именно в башкирской среде. Из тех башкир, которые были лишены вотчинного права, а приписаться сразу не смогли. Самое главное, они были выбиты из системы своего рода. Те, которые лишились где-то своей вотчины, но из системы все-таки не вышли, они так оставались где-то припущенниками, а где-то особа. Вот Акай Кусимов, например, сын одного из знаменитых предводителей башкирского восстания, Кусима Тюликеева, да, и сам предводитель следующего башкирского восстания. Он в одном месте был вотчинник, особа, в другом припущенник. А тептярем не стал. А тептяри – это люди, это такие случаи, кстати, и в Индии бывали, которые они выбиты из одной касты, и они тут же начинают формировать свою. И вот это сословие припущенников, к которым потом стали присоединяться все новые и новые припущенники с миграцией со стороны Запада. В основном это были тогда предки татар, чуваши, удмурты. А потом с развитием татарского проекта, естественно, они стали быстро татариться. Уж хотя бы потому, что огромное количество это были финно-угро-язычники, финно-угры, чуваши, которые еще, у которых оставалось вот это язычество. А язычество, как известно, очень быстро поддается миссионерскому влиянию, особенно если влияние ислама. Почему? Потому что влияние православной церкви, оно ассоциировалось с диктатом. Диктату всегда хочется сопротивляться. А муллы миссионеры, они, естественно, действуют на такие протестные чувства людей и в то же время дают им защиту, дают им новый проект. И вот так вот этот субэтнос оказался разделен между двумя разными этносами. Простейший пример, пожалуйста, генерал Шаймуратов. Когда вот начинаются вот эти дурацкие споры башкиры и татары. Ну, вот я считаю, что башкир, например. Но сами этих споров я терпеть просто не могу. Потому что нельзя делить героев Великой Отечественной войны. Сам же он себя, Достоевский записывал тептярь. То есть в определенное время все еще, даже уже к 30-м годам, все еще люди помнили насчет тептярей. Другое дело, что советская этнология этого не знала, этих субэтносов. Они были ей не нужны, по крайней мере, в национальных переписях. Понятие можно, логика понятная. Что никаких мишарей, никаких тептярей, никаких нагайбаков, или башкиры, и татары. Чтобы все упорядочить, и были большие социалистические нации, развитые, и так далее, и так далее. Вот. И таким образом вот он оказался потом яблоком в раздоре между башкирами и татарами. А где же он? Потому что записан в одном месте башкир, в другом месте татарин, а сам он был тептярь. Вот так даже на примере относительно небольших народов, таких как башкиры и татары, можно увидеть разницу между субэтносом и более широким объединением, которое охватывает в себе вот эти более мелкие этнические образования, то есть этносом. Вот. А о соотношении этноса, народа и нации мы поговорим в следующий раз.